Здравствуйте, товарищи. Маленькое предисловие к тому, что вы сейчас увидите. В Израиле принудительно, то есть методом тотального контроля, лишения людей возможности пользоваться магазинами, медуслугами, даже перемещаться местами, было принудительно псевдовакцинировано, то есть бесполезным и вредоносным препаратом половина взрослого населения, по официальных данных, 4 раза. Половина 4 раза. Практически все или подавляющее большинство взрослого населения хоть по разу, подчеркну, в неарабском секторе населения. Теперь, когда перешли к ширянию детей от 6 лет, тут уже люди сказали нет. И это сошло на нет. Был конкретный учет, кто сколько раз ширнулся, и когда объявлялся новый заход на ширяловку, соответственно, уже было недостаточно предыдущего. И буквально для подавляющего большинства населения, кроме детей младше 14 лет и пенсионеров, наступало такое поражение в правах, если не ширнешься, что да, подавляющее большинство людей это исполняли до 4-го раза. На 4-й раз, как мы видим, половина уже просто решительно не пошла. И тут остановились. Страшный скачок на 2 порядка последовал аутоиммунных заболеваниях, о которых предупреждали неподкупленные ученые. Страшная волна смертности молодых людей от поражений сердца. Чему объяснение изящно дал на канале арабском, вещающем также на некоторых других языках, прозападный канал, врач по фамилии доктор Ислам, это можно видеть на моем канале YouTube, на моем телеграм-канале, и объяснил, что люди, у которых предрасположенность к большей сгущаемости крови, и их ждет тромбоз сердечных сосудов, ну и очень плохие вещи. Как я там подробно объясняю в этих роликах с доктором Исламом, человек настроен от природы так, чтобы кровь лучше сгущалась посильнее, чем наоборот, в сторону сгущения, а не в сторону разжижения, гемофилии, не дай бог, которая может привести к смерти от потери крови даже при маленьких ранках. Кроме того, масса поражений, все точно по списку побочных осложнений, которые получили окружные комиссары израильского Минздрава еще в начале 2021 года, чтобы точно все отслеживать. Ну, а теперь послушаем этого кадра. Мы первые вышли из короны. Как мы это делали? Ну, были у меня переговоры с Альбертом Бурлом, главой фирмы Pfizer. Я убедил его дать нашему маленькому Израилю все необходимые вакцины, чтобы мы перед всеми избавились от короны. И я это мог сделать, то есть убедить Бурлу, потому что у нас имеется 98% населения, на 98% населения граждан страны у нас имеется цифровая база всех медицинских данных, все, что было с человеком, в любой точке страны. Нажимаешь на клавишу, и мы знаем все, что с ним было за 20 последних лет. И мы решили проверить, что эти вакцины будут делать людям не индивидуально, не лично с каждым человеком, а вообще статистически. Что они причинят тем, у кого, например, имеется менингит, воспаление мозговой оболочки? Что оно сделает тем, у кого, например, повышенное давление?
это же надо знать, необходимо знать. И таким образом Израиль превратился, если хотите, в лабораторию для фирмы Pfizer. И так мы это сделали. Мы дали эту информацию миру. Это было опубликовано в медицинских журналах во всем мире. Это база данных. И я собираюсь на эту медицинскую базу данных с личными данными еще добавить генетическую базу данных всего населения. Например, дай нам слюну, конечно, добровольно, но я уверен, что большинство людей это сделают добровольно. И, может быть, мы им за это заплатим. И теперь у нас будет еще и вся генетическая база на всю медицинскую информацию. Самого разнообразного населения. Ведь у нас люди из 100 стран различных. Это же мощнейшая машина, мощнейшая база данных. И мы на первом этапе дадим преимущество израильским фармафирмам, и мы будем выгонять алгоритмы на базе этих баз данных. А потом мы дадим это всему миру, и можно создать мощнейшие биотехнологии, о которых еще не слыхали. Просто невообразимо. Я только вот примеры даю. Мы можем превратиться, только чтобы все были здоровенькие. Можем стать таким маяком для всего мира по биотехнологиям таким революционным. Они помогут не только нам, но и нашим соседям, и всему миру. Вот это моя цель. На высоком уровне это все. Чтобы было. И маленькое послесловие. Взлетела смертность с 21 года. В 20-м она была ни на йоту не была больше, чем в остальные годы. Как во всем мире. Это была панпсиходемия. Летела смертность. Страшная была смертность среди пожилых людей, которых первыми шагнули зимой 21 года. Это можно видеть все на моем канале в Рутубе подробно. И взлет аутоиммунных заболеваний. Новая нормальность. Мрут мужчины от поражения сердечной мышцы. Вот такой милый концлагерь для экспериментов. А кто-то удивляется, как ему не жалко мирных жителей в таких-то и в таких-то местах.